В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Президент России Владимир Путин назвал рост ставок по ипотеке разовым и краткосрочным явлением. Он подчеркнул, что подорожание ипотечных кредитов ожидалось заранее. По его словам, правительство считает нынешний рост краткосрочным, и он сам склонен считать, что именно так и будет, несмотря на различные измышления и публикации. Правительство для того, чтобы получить источники для реализации национальных проектов, приняло ряд решений. В том числе повысило налог на добавленную стоимость. Совершенно очевидно, что повышение ставки НДС влияет на инфляцию. Для того, чтобы сдерживать инфляцию, Центральный банк повышает ключевую ставку. Это не может не отразиться на ставке ипотечных кредитов. Это прогнозируемая ситуация, сказал глава государства. В Сочи с завтрашнего дня начинает свою работу Российский инвестиционный форум. Деловая программа Российского инвестиционного форума в этом году включает 3 основных блока. Это деловой климат в России, региональная политика и новая социальная повестка. Форум в Сочи традиционно является площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России и собирает порядка 9 тысяч специалистов более чем из 40 стран мира. На форуме ежегодно заключается несколько сотен контрактов и соглашений на общую сумму от 5 до 10 миллиардов долларов США. Компания «Алроса» реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на 281,5 миллионов долларов США. Объем продаж алмазного сырья составил 278 миллионов долларов, бриллиантов – 3 миллиона 400 тысяч долларов США. В январе активность на рынке была ниже обычной для начала года. Продажи на алмазном рынке всегда цикличны, и, судя по всему, мы наблюдаем ожидаемую коррекцию после пиковых значений в предшествующие периоды, отметил заместитель генерального директора «Алроса» Юрий Акаемов. В Ленском районе Якутии заключили контракт на подготовку проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Ленске. Аукцион на проведение этих работ стоимостью 14 миллионов рублей выиграла якутская фирма «Якутагропромпроект». Отметим, что средства на начальный этап строительства крупного спортивного объекта уже заложены в муниципальном бюджете. Однако район рассчитывает, что финансирование крупного спортивного объекта будет происходить из 3 источников – районного и республиканского бюджетов, а также за счет средств компании «Газпром». Планируется, что физкультурный комплекс появится на бульваре Ягнышева в городе Ленске. Это очень сложный и социально значимый проект, поэтому мы подходим к нему с особым вниманием. Фирма-подрядчик должна быть надежная, люди профессиональные. В январе этого года аукцион у нас успешно состоялся, проектно-изыскательский институт определен, и работы по подготовке проектно-сметной документации уже начались. Понимаем, что этот объект ждут все жители района, поэтому просим подрядчика как можно скорее завершить работы. Нам нужно приступать к строительству, сказал заместитель главы района по инвестиционной и экономической политике Александр Черепанов. Около 500 молодых семей Якутии получат в этом году господдержку на улучшение жилищных условий. Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному между Минстроем России с правительством Якутии о предоставлении в 2019 году субсидий из федерального бюджета. Общая сумма соглашения составляет 250 миллионов рублей, в том числе 230 миллионов рублей из федерального бюджета и 20 миллионов рублей из госбюджета Якутии. На указанные средства в этом году 495 молодых семей получат господдержку в размере 35% от расчетной стоимости жилья на улучшение жилищных условий. Продолжение темы: в Мирнинском районе переселят 57 домов, признанных аварийными до 2017 года по федеральной программе сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. До 1 сентября 2025 года будет переселено 1182 человека, в том числе в Мирном, Айхале, Чернышевском, Чонинском наследии, Алмазном и Светлом. Для переселения граждан планируется строительство каменных многоквартирных домов. Напомним, что федеральная программа начала работать с 1 января 2019 года. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.